Так, переключить камеру. Так, отзеркалить. Это у меня правая рука. А показывает как левая. А ну-ка, отзеркалим. Отзеркалить. А вот, видите, парнись. Так, друзья, заходите. Заходите. Так. Ты за Америку, вау, после. С какой целью интересуешься? С какой целью интересуешься? Твой дед шайтан. Твой дед, понимаешь? Эх ты. А что у вас уже? Какие проблемы с Америкой? Вы вроде бы с ними дружили, с американцами. Что-то случилось у тебя, шнурок? Почему с Америкой? Что-то не понравилось вам там? А? Так, это пробный, ну, как бы я сейчас просто зашел, сколько сейчас время-то. Потом цастык хирвей хок. Хох, во, цастык хирвей хох. Его гудуа марта цастык хирвей хох. Его мог два цастык хирвей. Зачем это все, когда вы хотите, кого вы хотите уразумить? Винторез. А с какой целью ты поставил себе ник Винторез? Ты знаешь, что это оружие спецназа для убийства, соответственно, оружие для убийства людей. А с какой целью ты ставишь себе ник оружие для убийства людей, а? Вот из-за вот таких вот из вас, из-за таких вот винторезов вроде вас. Например, вы убили 300 тысяч моих граждан. И я требую, чтобы вы ответили за это. Чтобы ваша фашистская Россия была привлечена за это к суду. Винторез. Ну а что такое винторез? То винторез. А ты, значит, у нас этот слесарь или кто-то там, плотник, винторезами пользуешься. Кого вы хотите вразумить? Винторез. Я вразумить, ну я хочу, знаешь что, не то чтобы вразумить, я хочу, чтобы мой многострадальный чеченский народ освободился от тех фашистских оков. Я хочу, чтобы те преступники, которые убили 300 тысяч, каждого третьего чеченца вы убили. Вы это не заметили. Вам по телевизору показывали, что все хорошо, вы там каких-то бандитов где-то убиваете и так далее. Вы прекрасно знали, что мы никакие не бандиты. Вообще ваша страна это империя, это фашистская страна. И вы убиваете людей только лишь для того, чтобы разграбить их, подчинить своей воле. С нами у вас не получается. Разграбить получается, а вот подчинить воле не получается. Вот чтобы вот смирились мы и заткнулись мы. Появляются разные там манкурты среди нас, ну как и в других народах, но вот полностью не получается у вас. И я всем своим видом, всей своей деятельностью вам даю понять, что у вас ничего не получилось. А также я хочу, чтобы убийцы каждого третьего чеченца были наказаны. Чтобы международный суд, международная
сообщество признало, что вы преступники. А потом мы уже отдельно, как чеченская нация, будем находить всех преступников и привлекать к ответственности, как это делали евреи, например. Есть такая организация Моссад. Как они это делали? У нас будет своя организация, которая будет находить, самых одиозных, всех. У вас говорят, около 5 миллионов прошло через Чечню по ротации. Вы менялись эти десятилетия, 20 лет, сколько, 25 лет убиваете нас. До сих пор у вас там, самый большой контингент у вас там находится. В Украине война, вы их не ослабляете даже, потому что вам очень важно, чтобы Ичкерия не встала. Поэтому вот как-то так. Вот смотрите, здесь есть незнакомец 95. У него по-арабски написано бисмиллахи рахмани рахим, стоит значок из Мекки, камень этот, мечеть, заповедная мечеть. И у него ник незнакомец 95. Это сука, конченая сука. Знаете почему? Я сейчас вам рассказываю о том, что сделали над нами русские, а он ставит эти мусульманские, эти все значки, все это, и ставит себе 95-й регион. Фактически, это и есть те, которые покорились. Скорее всего, он не чеченец, потому что много русских, много других национальностей, которые изучают чеченский язык и говорят на нашем языке. Пишут здесь. И мусор, скорее всего, это мусор. Это тролль или мент поганый, который пишет такие вещи. Он меня оскорбляет. На чеченском языке он мне пишет оскорбление. Я уверяю тебя, эту незнакомку 95, и винтореза, всех, кто здесь говорит, что в лицо бы они бы мне не говорили бы это. Да, оккупировав, схватив где-то, запытав моих родственников, так бы они сделали бы все возможное. А так бы она мне не сказала бы это. Но здесь он до того ничтожен, так жалок. Я таких называю, знаешь как? Я их называю подхолопными. Потому что русские, по сути своей, так и остались холопами, рабами. А они под рабами. Я вас таким образом, русские, возвышаю над ними. А их еще ниже опускаю, вас. Поэтому это подхолопные. Поэтому все познается в сравнении, русские. По сравнению с подхолопными, вы над подхолопными. Кассетными по мирному населению они должны ответить. Да, Измаил, совершенно верно. Русские применяли кассетные, игольчатые, шариковые, фосфорные. Все, которые только возможно, и все, которые уже запрещенные. Русские у нас, на нашей стране, Чеченской Республике Ичкерия, применяли все виды вооружения. И через 2 года, после того, как русские уже и кассетными, и фосфорными уже по Украине били, и сейчас, когда дали украинцам кассетные, что я могу сказать? Лучше поздно, чем никогда. Лучше очень поздно, конечно же. С первых дней нужно было давать все вооружения Украине, но так сложилось. В Украине очень много агентуры работает, еще с советских времен. КГБ УССР это называлось. И американцы, англичане, они не могут дать все технологии. И так огромное количество денег закачано, огромное количество вооружения закачано. И если же не вычистить Украину от КГБ УССР, то это чревато для НАТО, это смешно просто, да, НАТО, спецслужбы мира позволят так себя обмануть? Конечно же нет. В любом случае будет зачищена эта 5-я колонна, которая работает на КГБ СССР и является частью КГБ СССР и называется она КГБ УССР.
Также есть КГБ БССР белорусской и КГБ РСФСР. В целом это одна единая такая структура, и украинцы в советское время занимали в КГБ, ну, хороший процент такой относительно. Но самые верха, конечно, занимали всегда русские, а украинцы, белорусы, они как второй сорт на подхвате всегда были. Это были основные три нации, которые управляли Советским Союзом. Украинцы умные, смышленые, креативные, как бы они очень много тянули на себе, весь по факту, и Советский Союз, и технологии Советского Союза, и КГБ. Ну, есть и большие чины у СБУ нынешнем, у КГБ УССР уже, кто-то на пенсии, агентура, она все никуда не делась. Это нужно все зачистить. И вот когда это все будет зачищено, и украинцам сейчас на передовой у них все хорошо получается, а вот в тылу, как у нас у чеченцев там все получается, мы тоже победили, только лишь одним стрелковым оружием мы русских на колени поставили, военную их армию. Но в итоге в тылу у нас оказались пятая колонна, которая фактически просто уничтожила наше сопротивление. Просто уничтожила. Красивыми патриотическими речами они уничтожили наше сопротивление. Они уничтожили подпитку нашего сопротивления. Они на мир, на весь мир нас дискредитировали. Ну, это ужасно там, что творилось. И я сейчас наблюдаю чеченское дежавю, я это называю. Я наблюдаю то же самое сейчас происходит в Украине. На разные там Подаляки, Арестовичи, там Фейкины, Невзоровы, которые получают гражданство, являются такими постоянными вещателями на украинском телевидении. Поэтому, конечно же, это будет все зачищено, и тогда, да, тогда Украина победит. Украина победит в любом случае, потому что в Украине есть такие патриоты, которые больше не позволят, и такая поддержка, которая есть, которая больше не позволят играться с украинцами. Хватит, поигрались. Сейчас у них бандеровцы, так, давайте я перемотаю. Сейчас у них бандеровцы. Винторез говорит, назовите, когда Россию управляли русские. Ну что вы за народ такой? Большое количество людей, и вы всегда жалуетесь, когда управляли русские. Там вы сказать, Сталин там не русский был, там Ленин не русский был, там еще что-то. Всегда управляли русские. Но когда вы так говорите, когда управляли Россией русские, вы не понимаете, что вы сами себя ниже плинтуса опускаете. Ну что вы за народ, что вы за нация, если вами кто-то другой управляет? Ну все, тогда вам нет слова, нет никакой России, нет никакого русского народа, нет никакого там русского национализма, нет. Вы никто, понимаете, когда вы такое говорите. А на самом деле, конечно же, Россией управляют русские. Русские это же не какая-то определенная национальность. Это такая сборная солянка. Это много национальностей, которые на протяжении столетий перемалывались, объединялись в одно, очень сильно в советское время, очень насильственно это все делалось. Ну о чем вы говорите? И самые кровожадные это россияне, это русские. Сейчас у них бандеровцы, раньше террористы были. Да, террористы, бандеровцы, бандиты, кто там, нацисты. Это все ярлыки, которые русские придумывают перед тем, как вас съесть. Для того, чтобы вас убить, вас нужно расчеловечить. Например, чеченцев раньше называли там разбойниками, бандитами. Потом появились боевики какие-то, потом появились там террористы, ну и так далее. Ну и все, и так потом, а террориста убивать это уже как бы богоугодное, можно сказать, дело. Бандита убивать или там бешеный зверь. Например, со времен Второй мировой войны, когда Гитлер называл людей зверьми, там сравнивал с тараканами, с этими разными пауками, таким образом немецкая, нацистская пропаганда расчеловечивала людей.
И крысу убить можно, ведь правильно, там змею, гадюку можно убить, а человека тебе психологически тяжело убить. И для того, чтобы твои солдаты их убивали, или там другие добровольцы, кто хочет это делать, твоего противника расчеловечивают, его называют там, крысой, там, тараканом, еще чем-нибудь, кем-нибудь. Но когда произошел Нюрнбергский трибунал над нацистами, на это было наложено строгое табу. Нельзя было говорить больше на людей, даже на своих противников, даже на террористов, на всех там разных маньяков, даже их нельзя сравнивать с зверьми. Потому что это люди. Какие бы плохие они ни были, это люди. И когда в 1999 году Путин вместе с Патрушевым взорвали свои же русские дома, чтобы обвинить в этом нас, чеченцев. А до этого 2-3 года, 4 года велась еще с первой русско-чеченской войны, потом 2-3 года межвоенное время велась усиленная пропаганда, что чеченцы террористы, исламисты, что вообще они там жить не могут, не хотят, там детей едят, там, ну все плохое было. Путин, после того, как взорвали вот эти дома, понимая, что нужно мобилизовать сейчас все общество против чеченского народа, государства, он сказал, что это дело не государства. Он выступил тогда, он был где-то, по-моему, в Новой Зеландии, по-моему, тогда как раз его принимали, там весь мир же помогал, аплодировал, Украина в том числе аплодировала Путину, помогала убивать чеченцев. Все это было, все это мы не забыли, как весь мир помогал. Правда останется правдой всегда, вне зависимости, как бы сейчас что ни изменилось. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. И тогда Путин сказал, нам нужно объединиться, это дело не только государству, армии, полиции там, и так далее, там, спецслужб. Это дело всего народа, вызов брошен всему российскому народу, ведь спящих женщин, детей взрывать, ну это реально. Если бы это сделали чеченцы, пошли бы вот на такой шаг, просто убивать людей, спящих в своих домах, я бы перестал называть себя чеченцем. Понимаете? Спящих, даже если это противник. А это было заключен мир у нас с русскими был. Нам это было категорически невыгодно. Это самая невыгодная позиция для нас была, чтобы нам убивать, превращаться в зверей за то, что никогда в истории мы не делали. За 4 века сражения русско-чеченской войны мы никогда не опускались вот до этого уровня, чтобы целенаправленно убивать русских женщин и детей. Всю свою историю русские убивали целенаправленно наших русских женщин и детей. Поля сжигали, животных убивали, все что угодно делали. Гадили просто, заходили в бассейн, фонтан, домой, в мечеть и гадили просто. Это русский метод ведения войны. Мы никогда так себя не вели. И я бы перестал бы называть себя чеченцем, честное слово, если бы это были бы, если это сделали мы. И тут мы взяли перемирие, у нас еле-еле после Первой войны русские ушли с нашей земли. Мы не можем нарадоваться, что за 400 лет первый раз русские вывели свои войска. И тут мы идем и взрываем женщин, детей. Но самый подлый, самый низкий поступок, который только может придумать, чтобы себя очернить. Вы задумайтесь просто над этим. И он говорит, это вызов брошен всему народу там, и так далее. И говорит, если это и звери такое сделали, на минутку это сделала ФСБ, Патрушев лично руководил всем этим, и Путин этим руководил. И он говорит, если это сделал, даже если это звери, говорит, ну он нас имеет в виду, чеченцев, то это бешеные звери. С окончания Второй мировой войны вот этот термин использованный, сравнивать со зверьми, с бешеным, зверь, не каждого зверя убить хочется, правильно? А бешеный зверя, ну тебе его нужно просто усыпить. И таким образом Путин нас расчеловечивал. Так вот, как кто обзывается, тот так и называется, как известно. Путин и банда ФСБ, КГБ, СССР – это бешеные звери, которым нет места на этой земле. Они сами себе определили это название, они сами себя так вели, они также ведут, называя, братья, большего цинизма, большей подлости, называя украинцев братьями, идти их убивать, ну, представить невозможно, согласитесь. Самый большой грех считается братоубийство.
Самый большой грех. К большому сожалению, фашистская Россия именно этим занимается, причем называя братьями. Мы вас любим, мы один народ, мы без вас жить не можем. И убивает, убивает, убивает. Если это если это и звери, то это бешеные звери. А к бешеным зверям нужно и кассетные бомбы, и все методы нужно применять. И напалм нужен применять против бешеных зверей. Это реально орки. Орки. Конечно же, мирное население не должно пострадать. Ни в коем случае. Но вооруженные банды фашистской России должны быть остановлены любой ценой. И они будут остановлены любой ценой. Я вас уверяю. Почему всех собак вешают на русских, а татаро-башкиры не воевали в Чечне? Почему вешают? Конечно, воевали, и башкиры воевали, и татары воевали. Ты не поверишь в интерес. Даже чеченцы, чеченоговорящие, после того, как они подняли оружие против своего народа, в угоду русскому народу, они уже не чеченцы. Вот эти чеченоговорящие даже воевали, к большому сожалению. Но воевали они за величие России, за силу русского оружия. Воевали они с русским флагом, с русскими командирами, с русскими нашивками, за русские деньги, с русским оружием. Понимаешь? А воевали все. Даже Украина, независимое государство, она воевала. Ее СБУ, КГБ УССР, оно помогало. И военные принимали участие. Один Буданов чего стоит? Юрий Буданов, который был уничтожен чеченским храбрецом Юсуп Хаджи Тимирхановым. Конечно, воевали, к большому сожалению. Я против имперских амбиций России. Она сама оккупирована врагами более 1000 лет назад. Но это все брехня, конечно, в интерес, что она оккупирована 1000 лет назад и так далее. Если вас 1000 лет оккупировали и вы не сопротивлялись, то вас нет. Вы об этом не заявляете. Вы заявляете об этом только когда вам в нос дали. Сейчас в Украине, когда вы поняли, что не получается у вас. А где вы были, когда вы Крым захватили без боя? Практически были погибшие, ну, минимальными потерями. Донецк, Луганск, когда захватили. Где вы были? Почему вы не были против? Вы все поддержали тогда. Практически все были, которые не поддержали. Я таких лично знал. 99% поддержали. Где вы были? А когда в нос дали, конечно, а теперь уже верю вам, вы из-за того, что вы в нос получили, вы задумались, и во всем мире теперь вы не рукопожатные. Или же когда в начале это было, ну теперь разберись уже, кто из вас честен, кто из вас лицемерен. Поехали дальше. Какое у вас образование? У меня юридическое высшее, я бывший адвокат. Семичастный министр КГБ СССР украинец. Много юзер, много там, процентов 30-40 КГБ это украинцы состояли. А потом белорусы, ну первые русские, украинцы, белорусы и грузины. Еще со времен Сталина завелось очень много грузин. Там, конечно, были и таджики, и узбеки, и все были, и казахи были, и Назарбаев, мы знаем, кто такой, и Алиев, нынешний сын того, тоже мы знаем. Но это все известно. Шеварднадзе, кто был, ну, все это известно, конечно. Были. Салам, Астан, салам. Салам, дорогой. Добрый вечер, Лилечка, добрый. Так. Салам, Тимур. Гамарджоба Генацуаля. Россия, начав эту войну, тогда еще проиграла. Да, совершенно верно, Тимур. Но тобой же управляет флаг у тебя на лбу. Нет, Монтана, мной управляет моя совесть.
и мой здравый смысл. Понимаешь? И этот флаг, я одеваю его и горжусь этим флагом, потому что это передовые технологии, это права человека. И эти люди никогда меня не убивали, мой народ. Понимаешь? Никогда. Да, у них тоже было много в истории вещей. Раньше, в средние века, да и позже, и совсем недавно люди творили ужасные вещи друг с другом. А Россия продолжает это творить. И у меня с Россией личные счеты. Понимаешь? Лично меня Россия убивала. 4 века. И если... А я знаю два народа, две нации, которые русские ненавидят и боятся. Это чеченцы и американцы. Чеченцев из-за духа нашего, американцев за их дух и силу их. И мне кажется, только ради этого можно носить этот флаг, чтобы у вас подгорало от этого. Понимаете? А так, я рассчитываю, что Америка нам поможет. Америка поможет так, как она сейчас помогает Украине, как она помогает Грузии. Еще больше я хочу, чтобы нам помогали, чтобы нас признали, чтобы у нас был военный союз с американцами, чтобы на Кавказе были американцы, военная база, чтобы была на территории Чеченской Республики Ичкерия. Это мое желание. Не знаю, произойдет это или нет, это зависит не от меня, это зависит от многих факторов, и от американцев, и от чеченского народа, и от чеченской власти. Но я бы так это видел. Я гарантировал, был бы уверен, гарантированно уверен, что больше на моей территории, в моей стране чеченцы не будут гибнуть. И он мной не управляет, понимаешь? Знаешь, как жениться насильно или выйти, или же по доброй воле жениться. Это приблизительно точно так же. Понимаешь? Так. А как же чеченцы допускают, что им управляет путинский шайтан? Вот так же и русы без оружия не могут. Ну, винторез. Но это очень такая у тебя натянутое сравнение. Не русы, а русские. Русы это немножко другое, во-первых. А во-вторых, русы, например, из древней Киевской Руси, например, сейчас сражаются так, как чеченцы. А вот русские, которые проживают в Руси, они почему-то не сражались. Мы потеряли 30%. У нас не было оружия, у нас ничего не было. Ваши русские служат в русских армиях, в русской полиции, в русских спецслужбах. Понимаешь? А у нас не было. Вы к нам интервенты, чужаки пришли. И мы сражались с вами 25 лет. Продолжаем, не сдаемся. При том, что все оккупировано, информационно все забито. Вроде бы вы все тут закрасили, там, отштукатурили, показали, что фасад такой, что ничего не изменилось. Мы потеряли 30% своего населения. Сколько потеряли вы, русские, сражаясь против этой власти? Один Борис Тамахин у вас отсидел там, и Александр Сотник сбежал. Ну вот все ваши герои. Больше ничего я не вижу этих. 30% погибших русских, сражаясь за свою свободу. Нет уж такого, правильно? Поэтому не надо вас сравнивать с нами. Мы перенесли геноцид против огромной страны, интервентов, чужих. Это ваша армия, ваши люди в этой армии. Вам что стать? Это ваши соседи, ваши родственники. Ну договоритесь, объединитесь как-то, решите этот вопрос. А нас не жалели, нас только за то, что мы чеченцы убивали нас. Ваша армия, когда заходила, она говорила, что чеченец, все, расстрелять, без разговора. Женщина, ребенок, сжечь, расстрелять. Россия заняла первое место вот в эти годы по трансплантации органов. Это мир фиксировал. Международные разные медицинские, трансплантологические ассоциации разные, они все фиксировали, что вы вырезали нам органы и продавали их.
ваша армия, ваша медицина, все это делалось. Вы бешеные звери, и не надо с нами сравнивать. Мы не вы. Ва алейкум ассалам, война, машуоль. А сам, правда, что Польша напала на Белоруссию? Не знаю, не слышал. Герой Асан, а где вы прячетесь, говорит? Хочу ответа. В смысле, я нигде не прячусь. Почему я прячусь? Я живу в городе Гамбурге, работаю правозащитником. У меня есть моя правозащитная организация Human Rights Center Ичкерия. У нее есть зарегистрированный адрес. Все это есть в открытом доступе. Ваша террористическая банда ФСБ и ГРУ, которая здесь у нас в Германии орудует, она знает, где я живу. Легко может вычислить, где я перемещаюсь, отслеживать, там, третье, десятое. Какие вопросы? Вы думаете, я прячусь? Нет, я не прячусь. Все будет Украина, Ичкерия. Инесс, совершенно верно. Леонид, витаю. Юзер, привет. Я тебя давно не видел, рад, что ты жив. Всех благ и здоровья, брат. Спасибо, юзер. Я почти каждый день в эфир выхожу. Заходите, идем. Шерлок Холмс. Валейк салам, Шерлок Холмс. В этот раз мы победим РФ 100%. Ценой потери боли. Заплатим большую цену, но победим. 100%. 100%. Ассаламу алейкум, уважаемые. Слава Украине, слава Ичкерии. России капут, Путин капут. Героям слава, алейкум салам. Такие вот дела, друзья. Как-то так, друзья. Раскидывайте, друзья, ссылку на наш стрим, пускай больше людей заходят, общаются, пишут комментарии, пишите, задавайте свои вопросы. Через где-то час у нас будет стрим еще в YouTube, я выйду в эфир. А так я просто зашел, чтобы тут попробовать наладить, посмотреть, как это все можно. Я просто перед стримом включаю, и на этом как бы заканчивается мое общение с ТикТоком. Поэтому сейчас зашел, чуть-чуть начал тут ковыряться, настраивать и так далее. И решил немножко пообщаюсь, пока никого нет, тишина. Думаю, немножко пообщаюсь, расскажу немножко русским, кто они такие. Заодно другие послушают. The Boris говорит, ты новый, да? В смысле ты новый? Но если учитывать, что мне завтра 46 лет, я не совсем новый. Но ощущаю себя молодым, да. Распространяйте, друзья, ссылку на наш стрим, расширьте, разбрасывайте. Да. Пусть заходит, пишите комментарии. Как хорошо встретить хороших, добрых людей. Настроение отличное. Юзер супер просто. Супер. Флаг на кепке на сознание не давит? Нет, почему? Наоборот, ты что? Я горжусь этим флагом. Америки, дьяволь, диквох, ильдацер. Что то? Я по-русски тебе отвечу, так как
Нас много смотрят, и сегодня анонсировал как на русском языке. У меня родители живут здесь, в Германии, в городе Гамбурге. И они у меня уже взрослые, я не хочу от них уезжать далеко. Америка далеко. К Америке, да, более безопасно. В Америке русские не убивают даже агентуру. Вот сейчас недавно была попытка убийства. Америка, это, по-моему, за последние 50 или 60 лет в первый раз они попробовали в Америке кого-то убить. У них не получилось, и это стало известно. А это у них, видимо, какая-то договоренность была, что ни в коем случае на территории Америки нельзя. Потому что если убиваешь на территории Америки человека, кому Америка предоставила убежище, любой страны, Америка уничтожает того, любой, это может быть любого ранга человек, Америка уничтожает того, кто отдал приказ это сделать. Не просто исполнителя, кто это сделал, а в каком бы кабинете высоком ни сидел, в каком бы государстве это ни находилось, она уничтожает. И все прекрасно понимают, что в Америке нельзя убивать. В Америке нельзя убивать. Поэтому в Америке безопаснее, конечно же. Хотя русские попробовали недавно это. Но 7 смертей не бывать, как говорится, одной не миновать. Смерти я не боюсь, я чеченец. Мне важно, чтобы убийцы моего народа были обозначены. Вот и все. Если это нужно будет сделать ценой моей жизни, так тому и быть. Я уверен, что после моей смерти найдется не один чеченец, который подхватит это знамя и дальше будет требовать привлечения к уголовной ответственности военные и политические силы фашистской России за преступления, за военные преступления, преступления против человечности, за геноцид, за акт агрессии против чеченского народа и государства. Да, Алмула. Уважение, респект тебе. Желаю удачи, всех благ. Береги себя, уважаемый друг. Слава Украине. Героям слава. Спасибо, Юзер, спасибо. Те, кто думает, что Путин самостоятельно, глуп и наивен, он продажная марионетка. Ну, Винторез, у вас знаешь, как бывает, вы вместе со своими царями, это не я сказал, это ваши классики, ваши писатели об этом говорят. Вы вместе со своим царем грабите, убиваете, насилуете, а потом, когда у вас все идет плохо, вы сваливаете все на него. У вас в истории всегда так. Поэтому давайте вы наберетесь храбрости и будете вместе отвечать, что он глуп, наивен, еврей, он там засланный американский агент, там еще что угодно вы придумаете. Нет, это русский, плоть от плоти русского народа, по менталитету, по внешнему виду, по всем повадкам, во всем. И, конечно, как КГБшник. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, я не удивиться, Машуэль. Аслан, расскажи про 94-й год. С какого момента тебе рассказать 94-й год? В смысле, по 94-й. Начало русско-чеченской войны ты хочешь узнать? Я как сейчас помню эти дни. Я помню 26 ноября, как вооруженные силы КГБ собрали Кантемировскую, Севастьянов такой был, главарь банды ФСБ Московской области. Он собрал Кантемировскую и какая там у них была, какая-то Кантемировская и еще какая-то дивизия добровольцев, наемников, как сейчас Украина, вот эти. Лобазанов. Про Лобазанова тоже, кстати, могу рассказать. Вот как-то это так и было, короче говоря. Они собрали вот эту Кантемировскую и, забываю ее постоянно, какую-то еще одну дивизию танкистов. Туда оболваненных чеченцев сверху посадили, как наемников, как типа они уволились, там они добровольцы, там туда-сюда, с танками со всеми этими, самолеты прикрывали. 26 ноября они в первый раз зашли, это так называемая оппозиция, это предатели были с русскими танками.
И мы их всех уничтожили. Многих взяли в плен, не всех уничтожили, некоторых взяли в плен. И тогда чеченцы поняли, что все-таки вот так называемая оппозиция, они очень долго дурили чеченцев. Говорили, что Дудаев прислан Москвой, что он там враг чеченского народа, что он коррупционер, что он такой-сякой. Это все было неправда. Дудаев был самый некоррумпированный президент из всех, которых Чечня знала за всю свою историю. И до, и после, скажем прямо. И тогда были люди, которые, ну там не нравился Джохар просто. Там про него говорили, что он советский генерал, там третье, десятое. И чеченцы были, которые искренне верили, что они, выступая оппозицией Дудаеву, что они делают полезное, богоугодное, там, народное дело. Во главе был Закаев. Во главе кого был Закаев? Во главе никогда никого не было. Ну ладно. И так вот, и тогда, когда 26 ноября была уничтожена вот эта банда ФСБ, танки, вот это все было уничтожено, и оттуда достали русских танкистов, русских солдат и показали на весь мир. И тогда вот эти наши оппозиционеры, оболваненные, которые искренне верили, что против Дудаева нужно выступать, они тогда задумались. Представьте, какие были оболваненные у нас люди. Их немного было, правда, но они были. И тогда все поняли, что все-таки против Дудаева русская армия, а Дудаев стоит на стороне чеченского народа. И вот тогда уже чеченцы объединились вокруг Джохара Дудаева. И потом 11 декабря русские вторглись на нашу территорию. Тут нужно отметить, что в 1993 году, в декабре, за год до начала широкомасштабного вторжения фашистской России на территорию независимого, суверенного чеченского государства, Чеченской Республики Ичкерия, они приняли конституцию русскую. В декабре 1993 года они ее приняли. По-моему, 12 декабря они ее приняли. И вот это вторжение на территорию Чеченской Республики было как раз к годовщине Конституции. В 1993 году в декабре русские незаконно приняли Конституцию. Мы уже почти 2 года, почти 3 года жили суверенно, независимо. Мы заключали с русскими юридические, экономические, разные договора, продавали и покупали, там что-то работало, взаимосвязь шла нормально. И в итоге получилось так, что у русских не было своей конституции. У нас своя конституция, свое государство было, а русские между собой грызлись. У них там то ГКЧП, то там перевороты, то друг друга они Белый дом расстреливают, то они кого-то свергают. Вот бред, короче, полностью шел. Ну, чеченцы как бы очень надеялись, что с русскими нам воевать не придется. Но мы вообще не верили, что нам придется воевать с русскими. Потому что мы вчера одни советские граждане все. У нас в Грозном живут, в Чеченской Республике живут много русских. Ну, как бы не верил, никто не верил. Сейчас украинцы что же не верили, когда мы им говорили, нападут, они не верили. И мы не верили тогда, думали, ну как? Мы же с одной стороны, там у нас вокруг все русские, мы говорим на русском, у нас телевидение на русском. Ну какие вопросы у нас могут быть с русскими? Мы разве не договоримся с русскими? Русские вывели всю свою армию. Ну, короче, все было отлично. И тут они вписывают свою конституцию, разобрались, у них там наладилось все, Ельцин захватил власть, там КГБ во главе Ельцина захватила власть. Часть свергли других КГБшников, военных отодвинули от власти. И, короче говоря, они решили вписать нашу Чеченскую Республику Ичкерия в свою конституцию. Незаконно, нас не спросили. До этого мы жили. Вот как сейчас они говорят, Украины не существует. Правда, Украина 25 лет просуществовала, потому что мы дали этой Украине 25 лет. Потому что мы остановили эту фашистскую Россию на себя, оттянули. Если мы сразу капитулировали, сразу же пошли бы на Украину.
А мы жили 3 года. Вот вся разница между Украиной и Чеченской Республикой была. Потому что в 90-м году, еще во время Советского Союза, все автономные советские республики были уравнены в правах. И когда разваливался Советский Союз, было не 15 союзных республик, а было 35 республик, равных в своих правах. Но Россия любит игнорировать законы, когда ей это невыгодно. И она свои же законы игнорирует. И вот они посчитали, что вписать нужно нашу Чеченскую Республику в свою конституцию. Ну и вписали конституцию. В итоге позже нашей конституции, вообще Российская Федерация зародилась, оформилась, сформировалась, хотя она до сих пор не сформировалась, но как бы юридически как-то завершилось формирование ее с принятием Конституции в 93 году. То есть за 1,5 года после нашей мы приняли в 92 марте, 12 марта, а русские приняли в декабре 93 года. И вот мы уже понимали, что раз они себе вписали нашу страну в свою конституцию, точнее Джохар, они все понимали, наш президент, все они понимали, что произойдет ситуация, что они будут к нам вторгаться. И вот так и произошло. Они потом вторглись на нашу территорию в 1994 году, годовщине принятия Конституции. И назвали они агрессию против Чеченской Республики Ичкерия наведение конституционного порядка. Незаконно вписали нашу страну, и также могли любую страну вписать туда. И потом вторглись на нашу территорию. Ну и началась война. Кровавая, страшная война, которая до сих пор, жители Бучи и Ирпеня могут сказать приблизительно, что это было. Потому что это был геноцид. У нас не было современного оружия, у нас вообще ничего не было. Вообще это не сказки, это не выдумка. Это на самом деле у нас были обрезы, охотничьи ружья и так далее, бутылки с зажигательной смесью и невероятная мощь и энтузиазм, с которым мы готовы были сражаться. Когда русские выходили, какое-то оружие было оставлено. Это было стрелковое оружие. С гранатометы были, снарядов не было. Никто не умел воевать. Все обычные люди просто служили, кто-то служил в армии советской, кто-то не служил. Мало было специалистов, кто умеет воевать и так далее. Была небольшая группа чеченцев, которая прошла обкатку в войне в Абхазии и в Азербайджане против Армении на Горном Карабахе, где они там воевали, я точно не помню. Но сам факт, была группа Шамиля Басаева, которая имела какой-то опыт. Все, больше никаких. Там были афганцы, так называемые афганцы, люди, которые в советское время воевали в Афганистане. И были небольшой прослойка людей из советской армии, которые служили как офицеры, как военные советской армии. Да, Афганистан, вот я сказал. И вот мы приняли бой, как говорится, с рыжими шакалами. И, конечно же, рыжим шакалам это не понравилось очень сильно. Но убивали наших женщин, наших детей, наших стариков. Наших воинов гибло не так много, сколько гибло наших людей. И за все это время, вот сейчас ты про Лобазанова написал здесь, был один такой чувак. Этот чувак подобрался к Джохару Дудаеву на самый верх. Джохар Дудаев был очень прямой, как любой военный, и искренний такой, доверчивый, скажем так, человек. И он был бандит Лобазанов, Руслан Лобазанов, который был в тюрьмах. А Дудаев помогал, и такая программа была, чтобы вытаскивать чеченцев, потому что русские незаконно сажали чеченцев, и вытаскивать из тюрем чеченцев, потому что патриоты были некоторые из них, и нужно было там помогать, там, много чего было сделано. И один из них оказался Лобазанов. Я не знаю, чья это идея была. Он был вором в законе. Не был он вором в законе. Он был обычный криминал. Он был спортсмен, хорошей физической подготовкой был.
И он сидел в тюрьме, не знаю, за что он там сидел, но сидел на большом сроке, я слышал, сидел. И его вытащили, и он очень приблизился к Дудаеву, там он чуть ли не начальником охраны его стал, или замначальником охраны, короче говоря. Ну, как-то они умели, КГБшники, делать так, чтобы показать, что они как бы нужны, что востребованы. И Джохар потом понял, кто он такой, потому что у нас там битва за нефтяные вот эти доходы началась. А тогда у нас там, по-моему, Албаков был такой министр. Всех деталей вот этих не помню внутренне. Короче говоря, был конфликт, и вот этот Лобазанов и Албаков сцепились. Джохар сразу же прогнал этого Лобазанова, но Лобазанов не ушел никуда. И собрал свою банду, обычно там, кто там, я не знаю, там брата убил, там, кто там отца там где-то пытался убить, там, сбежал из дома, там, наркоманы, там, на котором там клейма ставить негде, какой насильник, убийца. Вот таких людей вокруг себя собрал Лобазанов. Ну, отбросы чеченского общества, которые есть, ну, он там Сазон там собрал, там чеченцев немного было у него, кореец был один, там русские были, дагестанцы были, ингуш был один. Ну, вот разный сброд он собрал со всей республики и начал демонстративно, сразу, если еще он выбегал за границу, то есть в Россию, ну а так он нам грозился, ну Дудаеву грозился. И тем самым он дискредитировал нашу власть, что вот непорядок, что какой-то там Руслан Лобазанов, там туда-сюда. Полковник звание ему дали русские, как выяснилось потом. А так-то он как себя Робин Гуда представлял. И Россия, кстати говоря, любит повторять свою историю. Сейчас тоже будет нам криминальных разных полковников тоже подкидывать, чтобы вот нагнетать обстановку. Но у Лобазана, у Руслана была одна хорошая черта. Он был честным. При всем том, что он был бандит, продавшийся России и все такое, он был честный. И ему один раз русский журналист спросил его, потом уже, когда русские вошли на территорию там сперва Натеречного района, там у них где-то потом уже саму Чеченскую республику, уже большую часть Натеречная, это тоже наш район, но, короче говоря, находился он под защитой российских военных баз, Руслан Лобазанов, и делал вылазки против родственников партизан, против родственников наших чиновников, там, он как чеченец ориентировался там и так далее. Ну, такой спецгруппа была, которая, ну, не гнушалась ничем, самыми грязными делами занималась. И ему журналист спрашивает: вот если сейчас российские войска выведут отсюда, сколько вы можете противостоять чеченской армии, чеченским бойцам? А у нас свой спецназ был, а это был русский спецназ, получается. Он сказал: 2,5 часа. А ему говорят: как это 2,5 часа? Ну, он говорит: без русской армии я здесь 2,5 часа продержусь. А почему 2,5 часа? Он говорит, им откуда-то с Веденского района, где там находилась наша база, им спуститься сюда нужно 2,5 часа. Вот как-то так действовали эти полковники. Сейчас тоже вот этот разный криминалитет разный нам собирают, нам пытаются его сейчас тоже навязывать, там, изображают из себя каких-то там бойцов. И это продолжается и будет продолжаться, но будем наводить порядок и наведем порядок. А что делать? Другого выбора у нас нет. Давайте почитаю ваш комментарий. Ты американец? Нет, я чеченец. Я чеченец. Ассаламу алейкум. Моша. Мичау. Алейкум салам. Бара. Чуаукса. Вы все уже русские. Зачем самого себя дискредитировать?
Мы все уже русские. Зачем самого себя дескать? 1 час тоже 700 гривен. Апельсин, это ты кому, да? В Рашке все построено на лжи. Абсолютно точно. Россия — это коричневое пятно на белых трусах мира. Босс, я отработаю каждый доллар Америки. Это просто понты. Ты уже русский, это прикол. Понятно. Ну, русским быть нетрудно. Просто стать рабом, холопом, бесхребетным, и все, и ты уже русский. Какая проблема? Так что вот такие вот дела, друзья. А что такое Америка? Америка — это величайшая страна всех времен и народов. Помните, Путин сказал, у Америки, говорит, где, если ты, правило номер 1, Америка всегда права. Второе правило, если Америка не права, смотри правило номер 1. Вот что значит Америка. Ты где, брат? В Караганде я, брат. Россия встает с колен в то время, как Украина... Ладно, не буду я ваши пошлости читать. Ну, смешно, да. Так, да. Так, друзья. Ну, вы не распространяйтесь. Спасибо, что ставите лайки, друзья. Большое спасибо. Но вы не распространяете ссылку на наш стрим почему-то, друзья. Это очень важно, между прочим, чтобы распространяли, потому что больше людей увидят наш эфир. Американец, флаг. Уацу, ногчи, ух. Как-то так, да. Нет такой нации американца. Есть она или нет, я не знаю, но то, что у вас от этой нации дрожат ноги, это я знаю. Есть она или нет, это уже другой вопрос. Кеп мое американский. Юделя, очували китайский тикток, если что. И что дальше? Дрожат не то слово, Марусь. Ты же знаешь прекрасно. Дрожат не то слово просто. Здравствуйте, Астан. Здоровья, удачи вам. Привет из Грузии. Амарджоба Генацвале, Вахтанга, Чантурия. Витаю вас. Как говорят наши друзья, украинцы. Да, хорошо отвечаешь.
Друзья, я, наверное, сейчас на время отключусь, и в 8 часов, то есть через 50 минут, я подключусь и в ТикТоке, и в Ютубе. Новый стрим у нас будет. Сало ешь, говорит Маруся. Нет, я сало не ем. Я мусульманин, Марусь. Я мусульманин. И вам, кстати говоря, не мусульманам, я тоже советую не есть сало. Очень вредное мясо. Свиное мясо, жирное мясо, оно категорически вредно. Категорически просто. Советую не есть. Чисто из медицинских показателей. Их показаний медицинских. Не советую не есть. Как-то так, да. Ну, давайте, друзья, я сейчас отключусь ровно через 50 минут, грубо говоря, это у нас будет 8, я так понимаю. Да, у нас будет 8. Я вас всех жду здесь же. Хорошо? Все тогда, друзья, давайте я отключаюсь. Всего самого хорошего. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. И дай ей побольше сил, чтобы хребет этой фашистской России мы вместе могли сломать. Всего хорошего, друзья.